Потягать железо и побегать в спортзале теперь целое событие, предшественник которому бюрократический ритуал. Прийти можно лишь по записи, количество посетителей ограничено, на полу разметка социальной дистанции. Но это не пугает. Вот момент счастья настал. Перерыв в работе спортучреждений слишком как-то затянулся. Ждали очень долго, с марта месяца. Как в марте месяце закрыли, так сначала вообще ограничили, потом вроде как на турники выгнали. Турников, но все равно недостаточно. Беговая дорожка тоже не то. Поэтому тренажерный зал нужен как-никак. Спортшкола «Эжва» смотрит в сентябрь, в начало традиционного сезона пика работы с оптимизмом. Здесь сейчас вовсю идут ремонтные работы. Вот, например, особое внимание уделено полю. Покрытие привезли с республиканского стадиона. Там скоро будет новое. А это добро здесь будет как новое. Дело за малым – покрасить столбики и натянуть сетку-рабицу. В этом году администрацией Эжвинского района, администрацией города, и Родительским комитетом было принято решение оборудовать спортивное поле, универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта, для занятия специальной физической подготовкой юных спортсменов в микрорайоне Строитель. Поэтому в том году с сейчас ремонтирующегося центрального стадиона мы взяли часть покрытия и своими силами уложили его по адресу Юности 8 возле нашего спортивного объекта. Ремонт идет и в самой спортшколе. Например, здание на улице Бумажников не узнать. Здесь даже вход перенесли. Теперь он центральный, с большим крыльцом. Раньше заходили по черному. Внутри помещения снимают краску советских времен. Делают новомодные граффити, меняют трубы и освещение. В общем, чтобы все радовало глаз. Наш зал очень сильно преобразился, особенно за период пандемии, самоизоляции. Тренироваться стало намного лучше. У нас появилось много нового оборудования, с которым можно становиться еще более лучше, становиться чемпионами. Новые покрытия, мешки. Зал сам по себе преобразился очень. Сейчас тренировки посещают только те спортсмены, которые входят в сборные Республики России. Их единицы. Остальные ребята по планам подтянутся 1 сентября. Дарья Вологжанина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Эжвинский район.